Голосовать легко. До главного политического события совсем ничего. Общероссийское голосование будет проходить целую неделю с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать столпотворения и лишних контактов. Голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. Время голосования разделили на два этапа. С 25 по 30 июня участковые избирательные комиссии будут работать с 10 утра до 14 часов вне помещения. То есть члены комиссии по заявкам граждан будут выезжать с урнами на дом. И речь идет не только о маломобильных жителях, как это было раньше. Достаточным то, что он хочет проголосовать вне помещения, его заявление будет рассмотрено. Но если это будет большой наплыв, вы знаете, что количество членов участковых комиссий оно ограничено. Они должны выезжать не менее 2 членов участковой комиссии с правом решающего голоса на дом. Или 1 член комиссии и 2 наблюдателя. Но не всегда получится, если будет очень большое количество таких. Но мы рассчитываем, что большинство участия вне помещения, оно будет групповым. В частности, к нам обращаются очень много организованные коллективы с просьбой организовать им голосование на придомовых участках. Центр избирком уже продемонстрировал строгие санитарные стандарты, по которым будут работать избирательные участки по всей стране. Для соблюдения социальной дистанции в 2 метра на участках будут установлены разметки, при входе температурный контроль. А все участники будут обеспечены средствами защиты. Эксперты отметили, что это безопаснее, чем сходить в магазин. Общественные наблюдатели будут следить как на самих УИКах, так и на дому. Члены участковой избирательной комиссии, которые будут выезжать по заявлениям, они будут в специальных халатах, будут в масках, в перчатках в связи со сложившейся обстановкой. Также при приезде к избирателю у них будет пакет, каждому избирателю, там будет маска, перчатки, одноразовая ручка, бюллетень и образец заявления. Это образец заявления тем избирателям, которые не смогли прийти на участок, они по телефону сообщили, чтобы им дать возможность проголосовать вне помещения для голосования. Проголосовать вне помещения очень просто. Для этого достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию. Чтобы узнать номер, нужно перейти на сайт избиркома Ингушетии, в разделе «Избирательные комиссии» выбрать нужный участок, после чего высветится вся контактная информация. Для тех, кто будет голосовать непосредственно в самих участках, смогут сделать это с 15 до 19 часов. А вот узнать, где находится участок для голосования, можно на официальном сайте Центр избиркома в разделе «Цифровые сервисы» или в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы», а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8 800 200 ровно 2020. Проголосовать на выборах может любой гражданин России, достигший 18 лет. А вот как подать заявление по месту нахождения тем, кто не успел и теперь находится не дома? Ведь сделать это нужно было с 5 по 21 июня в любом МФЦ, ТИКе или на портале Госуслуг. В избиркоме заявляют, ничего страшного в этом нет. Проблему можно решить на месте. Если у них такое желание есть проголосовать, они могут обратиться непосредственно в участковую избирательную комиссию, на которой они хотят проголосовать, где они находятся, написать заявление. Участковая избирательная комиссия рассмотрит это заявление и предоставит возможность принять участие в общероссийском голосовании. Они это могут сделать до 17:00 1 июля. Всего в Ингушетии 8 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. На каждом из них предусмотрят отдельные входы и выходы. 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра и до 8 вечера. Самое главное, не забыть взять паспорт. Таким образом, поправки, которые по сути уже действуют, станут стержнем государственной политики и не будут зависеть лишь от воли властей. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.